Всех приветствую на своем канале. Я продолжаю серию видео, посвященных печеночным маркерам биохимического анализа. Сегодня речь пойдет про АСТ, аспартат аминотрансфераза, и АЛТ, аланин аминотрансфераза. В некоторых странах Европы, Америки также используют аббревиатуру СГПТ, сывороточная глутамат-пируватная трансаминаза. Это то же самое, что и АЛТ. И вместо АСТ используют аббревиатуру СГОТ, глутамат-оксалоацетат трансаминаза. В России вы можете сталкиваться с ними под названиями АСАТ-АЛАТ. Врачи бывают шифруют их, называя трансаминазы, печеночные маркеры, маркеры цитолиза. И АЛТ, и АСТ – это ферменты, то есть вещества, ускоряющие процессы в организме. Их содержание и точка приложения, то, где они работают, находится внутри клеток. Лишь малая доля АЛТ и АСТ поступает в кровь. Нормы содержания крови для АСТ – это до 41 единицы на литр. Для АЛТ до 38 единиц на литр. Иногда в литературе вы можете сталкиваться с таким понятием, как нормы трансаминаз в зависимости от пола и возраста. Считается, что нормы для женщины на 3-5 единиц ниже этих показателей, а для детей на 10-15 единиц выше. Но хочу отметить тот факт, что при возникновении серьезной болезни АСТ и АЛТ поднимаются в 3, 5, 10 и больше раз выше нормы. Поэтому при превышении этих единиц на 5-10 единиц врач будет только наблюдать. Считается, что наибольшее содержание АЛТ находится в клетках по убыванию печени, почек, сердца, скелетных мышц. Больше всего АСТ находится, опять же, по убыванию в сердце, печени, клетках головного мозга и мышечной ткани скелетной мускулатуры. Когда клетки этих органов начинают разрушаться, например, при циррозе печени или инфаркте миокарда, то есть при поражении сердца, или при инсульте, поражении головного мозга, то АЛТ и АСТ начинают поступать в кровь. Чем больше разрушенных клеток, тем больше трансаминаз, так скажем, плавает по крови. Показатели как АЛТ и АСТ. То есть, когда врач видит повышение этих показателей в бланке, он понимает, что в организме человека идет массивное разрушение клеток. Чаще всего, конечно, данные показатели служат врачам сигналом о неполадках в печени. Как я вам говорила, АСТ больше всего содержится в клетках сердца. Если показатель АСТ выше, чем показатель АЛТ, но оба они выше нормы, то, скорее всего, идет разрушение клеток сердца, то есть инфаркт миокарда. А если АЛТ больше содержится, чем АСТ, то, скорее всего, поражена печень. Для создания полной картины и более точного установления места и причины разрушения клеток врач назначает дополнительные анализы и инструментальные методы диагностики, такие как УЗИ, МРТ, РКТ, ЭКГ и так далее. Надеюсь, у меня получилось максимально кратко и максимально понятно рассказать про АЛТ и АСТ. Если у вас есть вопросы или пожелания, пишите мне.
Следующее видео будет о таких показателях биохимии, как щелочная фосфатаза и ГГТП, гамма-глутамат, аминотранспептидаза. Спасибо за просмотр. До встречи.